Связи, налаженные в последнее время Чечней с нашими зарубежными соотечественниками, уже дают свои ценные плоды. Настоящей сенсацией для истории Чечни и всего Северного Кавказа является сообщение о существовании арабоязычной рукописи аланского историка, мусульманского ученого и проповедника Аздина Вазара, сведения о которой вместе с ксерокопией аннотации на арабском и чеченском языках передал в Чечено-Ингушский государственный объединенный музей историк из Иорданского хашемитского королевства Абдул-Гани Хасан аль-Шишани. Аздин Вазар – это аланский историк чеченского происхождения 15 века, ученый, богослов и путешественник. Аздин в своей рукописи утверждает, что родился в год нашествия полчищ Тамерлана на Кавказ в 1395 году. В своей книге Аздин Вазар описывает границы и земли расселения алан-чеченцев к северу от реки Куры и Тушетии, от реки Алазань и Азербайджана до северных пределов Дарьяла и течения Терека, и от Каспия по равнине до реки Дон. Сохранилось и название этой равнины – Сатай. Описывается и местность в нижнем течении Терека при впадении его в Каспийское море, равнина Кеашан и остров Чечен. Кстати, по предварительной информации, полученной от Абдул-Гани, средневековый автор Аздин Вазар не отделяет чеченцев от алан, считая их одним народом. Везде аланы и чеченцы для Аздина Вазара полностью тождественны. Среди чеченских кланов, перечисляемых историком-миссионером, большинство сохранились и по сей день. Однако он упоминает и те кланы, которых сегодня нет в чеченской тейповой номенклатуре, например, Аадой, Вааной, Суберой, Мартнах, Нартнах и другие. Согласно сочинению Аздина Вазара в 15 веке, а именно с 1437 по 1441 годы, земли от рек Алазани и Куры, верховья Терека, включая Дарьял, и так к северу и востоку до Каспийского моря и равнины Сатай составляли собой пределы чеченской страны Симсима или Чачана. В перечень перечисленных им так называемых городов входили Нашах, Макжа, Аргун, Алан-Авол, Маас, Килбах, Малка, Балх, Тарки и другие. Им были упомянуты общества Дай, Саадой, Хой, Мартой, Малхой, Нашой, Артой, Ташхой, Гелой, Шардой, Кештой, Гойтой и прочие, среди которых ныне известные и уже не существующие названия. Таким образом, сведения Аздина Вазара позволяют взглянуть на этногеографическую картину Кавказа и историю Чечни в первой половине 15 века. Примечательно также, что появление Аздина Вазара в горах Чечни совпадает со временем особого внимания халифата к Кавказу. В первой половине 15 века, после ряда поражений наследников Тимура и его ленов на северо-западном и северо-восточном Кавказе, появляются эмиссары исламского халифата Инал, это предок кабардинских князей, и Акхмер, это мамлюки, прибывшие из Египта, откуда вполне вероятно вместе с ними и явился Аздин Вазар, ранее переселившийся в Миср, то есть в Египет, желая завершить или усовершенствовать свое образование. В своей книге Аздин Вазар описывает границы и земли расселения алан-чеченцев к северу от реки Куры и Тушетии, от реки Алазань и Азербайджана до северных пределов Дарьяла и течения Терека, и от Каспия по равнине до реки Дон. Связи, налаженные в последнее время Чечней с нашими зарубежными соотечественниками, уже дают свои ценные плоды. Настоящей сенсацией для истории Чечни и всего Северного Кавказа является сообщение о существовании арабоязычной рукописи аланского историка, мусульманского ученого и проповедника Аздина Вазара, сведения о которой вместе с ксерокопией аннотации на арабском и чеченском языках передал в Чечено-Ингушский государственный объединенный музей историк из Иорданского хашемитского королевства Абдул-Гани Хасан аль-Шишани. Аздин Вазар – это аланский историк чеченского происхождения 15 века, ученый, богослов и путешественник. Аздин в своей рукописи утверждает, что родился в год нашествия полчищ Тамерлана на Кавказ в 1395 году.